Привет, ребята. Погода не погода, конец июля. Каждый день дождей. Вода, ребята. Я даже не знаю, какая вода, потому что уже неделю, наверное, на реке не был, не рыбачил. Сегодня вот решил просто прокатиться, посмотреть, как вообще обстановка на реке. В общем, ребят, что-то сбрендило в голову, не знаю. Хочу, ребят, закинуть доночки на ночь, на личиночку миноги, вьюна, как там многие называют. Съезжу, посмотрю, как вообще места. Ну, я уже по пляжу вижу, что, блин, вообще вода еще, конечно, ребята, не упала после того, как она поднималась. Вроде есть информация, что вода начала падать. Дожди, сегодня опять дождь, ребята, вечером будет. И такой дневной выезд, ребята, посмотрим что-нибудь. Рядом буду с бором, со стороны реки, хочу зайти, собрать очередной раз грибы. Грибов, ребята, море. Грибы собираем, тем более заказали. Знакомый попросил, соберем грибочков. Поставим доночки в ночь, ребята. Не буду сидеть, потому что, ну, дожди, что мокнуть. Потроллингуем, поспиннингуем. Короче, такой, ребята, такой выезд у меня. Посмотрим, что как получится. Там есть хорошие обрывчики, с них хочу поставить донки на ночь. В общем, прокатимся. Погнали.
Так, друзья, ну что, добрался до обрыва. Ну, такой интересный, но вода, блин, большая, не знаю, ребят, найду, не найду. Буду раздеваться, естественно, ковырять. У меня 10 доночек, надо, получается, 20 штучек. Давайте водичка, посмотрим. Ребята, так себе. Прохладно, я имею в виду. Ну и то, что вода поднялась, соответственно, кочки затопили, они свежие. Надо заходить глубже. Ну, все зависит от места. Бывает, что на одном месте с одной кочки можно взять. Вот одна есть. Небольшая, вот такая ходовая. Вот такие кочки, друзья. Синяя глина. Вот вьюн, как многие говорят. У всех по-разному название, конечно. Ну, живет и любит именно вот такие места. Кто-то, я слышал, в Сибири там вообще где-то его там в глине какой-то собирают. Личинка миноги называется, как у нас. Но это не минога, ребята. Чтобы понимали, миноги вот такие. У меня даже есть фотографии, я ловил как-то. Нечаянно забагрилась мне. Вот еще одна. Вот такая, ребят, синяя колбаса. Вон еще хвост торчит. Смотрите, еле-еле вылазит. Ну, это хорошенькая. 3 штучки. Кочки, ребят, затопило. Надо их за ними нырять. Получается. Потому что вода прибывает. Свежая кочка под водой. Ну а там-то еще никто не живет, соответственно. Вот таким макаром, ребят. Пока вода позволяет, можно раздеться. Осенью, уже весной здоровья не хватит. Уже ножником. Ну или, допустим, ловушки. Ставить ловушки. К осени я их поставлю обязательно. Когда уже пойдем по налиму. Ладно, ребята. Буду искать. Буду искать. Пока собирал, ребята, сожрали всего, блин. А вода, блин, слепни. Руки грязные, блин, весь чумазый. Там какая-то туча идет, блин. Так, это брал воблеры с собой. Не знаю, похожу троллингом, не похожу. Вон туча уже опять, ребята, идет. Ведерко под грибочки. Ну, наши доночки. Красавицы. Наши доночки, красотки. Так, раз, два, три, 4, 5. Блин, ну как-то придется, да, в аккурат, ребятки, попробовать. Яма вот здесь. Вот с этой кочки начнем.
Прошел даже немножко дальше. Блин, ну все затоплено, ребята. Прям в упор. Прям в упор. Прям в упор. Так, здесь у меня как раз один поводочек, чтобы было удобнее забросить. Как раз один поводочек. Что тут, метров? Не знаю, 10. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну, я не по метру разматываю, ребята. 1,20 м, наверное, где-то. В общем, втыкаем в глину, в обрыв. Обязательно проматываем. Ну, блин, подонком, ребят, соскучился. Скоро осень, налим. Уже жду не дождусь, когда уже будем. Так, ну что, погнали. Всякие и крупные попались, ребята, и средние, и мелкие даже есть. Руку можно немножко песком, вот так, чтобы держать его было удобнее. Обязательно надрываем губу, чтобы не зарывалось. И под спиночку. Раз, на прикольчик. Все. И вот так, ребята, она танцует. Раз. Вот так недалеко, в ямку здесь. Раз. Все. Огонь. Так, первое здесь у нас, ребята, надо заполнить. Какие-то отметки надо ставить. Вот так сделаем. Столько гнезд. Ну, короче, таким макаром, ребята, будем выставлять. Вот она, видите, у нас идет. Опа. Все, красиво. Все, братцы, готово. 6 штучек как с куста. Ну, не знаю, 10 метров максимум. Тут коряжно, конечно, может какая-то донка и в зацеп зайдет. Ну, как-то пробовать надо. Столько, кстати, ребята, смотрите. Вон они вылетают, видали? Вон, смотрите, хоп. Красота. Я так и не понял. Это вроде как, оп, стрижи. Сейчас тут забьют, блин, меня. Кто-то пишет, что это ласточки, но вроде, ребят, у нас это стрижи. Не знаю, кто как что не говорил. Такой интересный момент, ребят, смотрите. Ух ты. Видите, когти. Лиса или кто-то разрыла и съела птенца. Ну все, что, бомба. Посмотрим. Так, чисто. Вода большая, ребята. Я вот сейчас проходил места по фидеру, где посидеть. Блин, так, ни о чем. Ни о чем. Посмотрим, если миногу будет хапать, то зарядим продольник. Большой, хороший продольник, в хорошем месте. Посмотрим. Все, немножко троллинга, ребят, и в бор. Сейчас будет дождь. Переждать будем его в лесу. В лесу намного меньше дождя будет. Ну и пособираем грибов. Пособираем грибочки. Все, погнали. С этой коряги начнем. Все. Блин, дождь будет. Надо
быстрее в бор заходить. Ну, где-то в таком режиме. Не знаю, вода большая, конечно, блин. Прошел там, ребята, тот обрывчик. А второй обрывчик, уже подхожу к бору, сейчас буду выходить. Нифига, тишина. Звонил Женьку, кстати, говорю, Женек, что как там, он Женя в отпуске. Тоже Андрюха, говорит, тренинговал, говорит, сидел, говорит, сейчас по фидеру. 3 подлещика за ночь. А с утра, говорит, ходил троллингом, говорит, вообще никак. В общем, созвонился с Женьком. Завтра, наверное, съездим, порыбачим. Ладно, братва, погнали, что? Погнали в бор. Погуляем. Вечером дождь обещали, да? Вон все хмурится. Погода, конечно, в этом году ужас, блин. Ну, не лето вообще. Я так хоть чуть-чуть-то еще успел с рыбалкой позагорать, там, ну, покупаться там, что-то как-то так. А так, не знаю. Надо куда-то съездить, дочку вывезти куда-то, я не знаю, ребят. С рыбалкой, конечно, куда-то охота на Волгу может махануть, блин, не знаю. Ой, лето, не лето. Вообще все плохо, вообще плохо. Зато грибов, ребята, как конь. Да, ладно, погнали, что, в бор подхожу уже, ребят. Со стороны реки зайду, погуляю. Время, правда, уже не грибное. Час времени. Ну, свой гриб-то найдем. Опачки. Опачки, стёпочки. Плотно встречают комары местные. Ну, понятно. В общем, 500 метров, ребят, я на бору. Хотелось поднять тему, ребят, неприятную для меня, конечно, по поводу распаковки мотора Микацу 9.8. Столько негатива, конечно, посыпалось. Это просто жесть. Что кого-то я там предал, обманываю, халява там, халявщик и так далее. Вообще не понимаю, ребята. Ладно, там по поводу, ну, основного процесса, это я показываю мотор китайский. Но и опять же, я не топлю как бы за него конкретно. Он покажет себя в деле. Если что-то с ним произойдет, то это все мы увидим. Второй момент. То, что компания там кого-то кидала, слушайте, ребят, ну, не знаю, я там не сталкивался, особо я не слышал. Компания уже и я, это совсем разные вещи. Ну и в-третьих, самое, наверное, неприятное, то, что начали оскорблять меня, мою семью, то, что я там, не знаю, пиздобол там какой-то. Выводят там на чистую линию, хотят со мной встретиться, там обсудить, чтобы я там рассказал всю правду. Вы что там, ребята, перепутали совсем, что ли, или что? Спрашивают мои данные, чтобы со мной свидеться. Адресы, ребята, все знают давно уже, наверное. Если желание есть, пишите, ссылка в описании. Поговорим без проблем.
В общем, я в шоке, конечно, что повылазили такие люди. На канале реклама. Ребят, ну, понятное дело, на канале реклама она будет. Без нее никуда. Ну, так топить в целом. Я вам ничего не должен. Некоторым людям, которые на канале, я сделаю все. Которые со мной давно уже на связи, поддерживают меня. Есть такие люди, вопросов нету. Но вот такие комментарии, ну, это скорее всего пишут люди, которые не знают меня лично по жизни. Как бы так. Угрожают, оскорбляют. В общем, ребята, не хотелось поднимать, но пришлось. Я не буду базарить с вами, как бы там особо оправдываться, там, отчитываться перед тобой, перед кем-то. Нас много на канале, 100 тысяч. Каждому не угодишь, каждому мил не будешь. Но я тоже сидеть на месте не собираюсь. Иду вперед, только вперед. Так что давайте сочтемся, если какие-то негативные моменты, я просто буду блокировать людей и все. Вот камера подержала руку. Смотрите, ребята. Жесть. Просто жесть. Ну вот я и в бару, ребята. Вот я и в бару. Вот первый грибочек меня встречает. Вот такой красноголовичек. Сейчас проверим, чистый, не чистый. Такой интересный. Побрызгался, ребята, потому что сразу, моментально. Блин, без такой, ну, чистый. Без дрифтомета, ребят, делать нечего. В лесу, тем более это лето. Блин, вынесут вообще сразу. В общем, надеюсь, ребят, договорились на будущее. Я просто предупредил сразу. Не буду разговаривать, буду банить. Я никого не учу жизни. Тем более я и так много показываю личного. Это тоже, ребята, не так просто. Быть на виду у зрителей. Быть постоянно открытым. И какой-то малейший косяк там происходит, и кто-то это видит и сразу начинает оскорблять и писать. Хотя видеоблог, ребята, он и состоит в том, что надо показывать. Если я буду чисто говорить, а вот там рыба клювала, а там не клювала, и смысл этого видеоблога, это нужна какая-то новая волна, новая информация, что-то новое. Все, спасибо, ребят, за понимание, и спасибо тем, кто поддержал в тот момент. Я видел переписку, читал, и реально ребята объясняли, что это такая же работа, ребята, и каждый зарабатывает как может. Я, если честно, вот тем сказали лет 6 назад: Андрюха, ты будешь видеоблогером, будешь снимать видео. Я бы ему сказал: что гонишь? Я живущий в деревне, привыкший постоянно физически работать, буду заниматься видеоблогом. Нет, ну вот так сложилась судьба, ребят. Ладно, не будем о плохом, будем о хорошем. Нас встречает. Вот это, ребят, красавчик. Вот это красавчик, боровой красноголовичек, смотрите. Огонь просто. Просто огонь. Молодой. Я знаю, что сегодня днем здесь утром были люди. Но мы свой гриб найдем. Как минимум, ребята, я к вам прислушиваюсь. Как максимум, я никого не учу и не заставляю делать так. Если, допустим, я делаю так, это значит правильно, и это надо делать так. У всех по-разному, даже вот по поводу грибов, ребята. Кто как их собирает, выкручивают,
вырезают и говорят, что ты изверг там. Вот опять же информация от того, поскольку сказала бабушка когда-то в детстве. И все вы считаете, что это правильно. А хотя на самом деле может быть и быть по-другому. Показал что-нибудь, какое-нибудь там приготовление, и люди пишут, это неправильно. Ну, почему, если неправильно, это вкусно, это съедобно, но просто может кто-то делать так, а кто-то по-другому, и все. Надо немножко, ребятки, проще быть. Надо немножко быть проще. Когда человек показывает, снимает, хочет донести как-то информацию до зрителя, чтобы это было красиво, прикольно. Это не так уж просто, ребят. Разговаривать на камеру, общаться. Если вы думаете, что взял камеру и погнал, навряд ли. Навряд ли у вас получится даже просто высказать какую-то информацию. Ладно, погнали. 2 штучки есть. Край набора, ребята, идет черничник, и очень много переростка там прям стоит. Очень много. Вот и дождик пошел, обещанный. Такая погода. Да, к сожалению, лета не было, ребята, лето заканчивается. Дай бог, чтобы осень была хорошая. Погода постояла, водичка постояла. На осень хорошие планы. Маховичок, ребята. Тоже заберем его. Хорошенький. Хорошенький маховичок. Ну, самое главное, что чистый. Да. Понятное дело, что сегодня были ребята. На выходных здесь были люди. Такого куш мы не найдем сегодня. Но своих грибчиков что-нибудь отыщем. Да, в этом году, конечно, по грибам интересно. Что-то весь июнь, как они вышли переходами, ребята, они росли также и в июле. Волнами, дождь идет, грибы идут. Неделька тепла стоит, грибов нету. Опять дождик рапальнул, опять выросли. Да. Тут смотришь, уже август месяц. Дело прошло это. Скоро уже и осень. Сезон грибов. Маховички, ребята, нормальная тема. А рядом и стоит бродяга наш бродяжной. Вон он какой, ребят, смотрите. О, какой красавец, боровой. Вот это грибы. Так, грибы. Вон какой, ребятки, красавчик. Такая нога тонкая у него, в мху. Черника. Черники, смотрите, друзья. Можно собирать. Мне очень нравится, друзья, ходить по лесу. Вот, на самом деле. Вот. Тихая охота, вот для меня это прям, ну,
не знаю, как сказать. Просто вот ходить, погулять. Дорогого стоит на самом деле. Когда вот такие места рядом с домом. Никуда не надо уезжать там по 100, по 200 километров. Это все в шаговой доступности, так скажем. И вот такие красавцы растут. Смотрите, ребятки, переросточек, видите? Тут был ураган, повалило. Я вот в этих корешках всегда хожу. Под этими бровочками. Вот таких, ребята, пацанов ищу. Опа. Молодой вообще. Свежак. Чистенькие. Огонь. Молоденький. Помимо бора основного, друзья, есть такие закуточки. Я их называю аппендициты. Ну, человек может по прямой там пройти, так обойти. Многие как бы даже и не знают, что вот можно спуститься, и здесь есть типа как маленький второй бор. Вот сейчас и посмотрим, что в аппендиците у нас творится. Вот куча переростков. Потому что люди сюда не заходят редко. И грибы просто перерастают сами по себе. Сгнивают. Сейчас крутанемся, посмотрим. 2-3 штучки здесь должно быть. Меня ждать. Так, стоит, ребят, переросточек. Ну, малыш-то тоже, ребята, есть. Малыш-то тоже вырос. Вот ему всего лишь, ну, день, вот сутки. Давайте еще раз пройдем. Не буду выключать камеру. Так скажем, режим онлайн. Вот сыроежечка. Тоже небольшая. Червивая, скорее всего. Проверять не буду. Ну, такой уже мягковатый, да. Мягковатенький такой. Нам бы что-нибудь другого. Аппендицитик. Дашь, не дашь? Нам бы чего-нибудь другого. Пожалуйста. Есть такое дело. Ох, вот это вообще, ребята, принц просто. Просто принц. Смотрите, стоит уже такой средняк. Ну, этот, ребята, звезда. О-хо-хо-хо. Смотрите, братва. А? Грибище целое. Так. 2 есть. 2 есть. А 3-й будет? 3-й у нас будет, нет? Сыроега стоит. Вот 3-й. Вот такие аппендициты, ребята. Даже когда пройдет здесь куча народу, они будут кормить. У каждого грибника, скорее всего, есть такие свои карманчики, которые дают гриб. Это хороший, нормальный. Специально не чищу, ребят, чтобы камеру не выключать. Ну, 3 штучки. Вот 4-й там, ребят, 5-й. Сейчас мы вернемся туда. Сейчас еще обойдем вот эту полянку. Видите, там уже край. Там уже край бора, так скажем. Вы там, если что, подсказывайте, ребят. Может, где-то пропускаю. Вот, видите, край. И как бы люди сюда, ну, не залетают, что ли. И, конечно, заходят, но основная масса вот такие места просто проходит. Так, что-то там еще вижу вдалеке. Ну, уже большой, а маленького нету рядом, да?
Тоже уже большой. Да, тоже уже большой. И где-то там еще, ребята, я видел. Вот в том направлении. Погнали туда. Здесь уже такой злой черничник. Где-то там я видел, ребята. Опа. Где-то я видел здесь. Где-то видел с той стороны, с этой стороны уже не вижу. А вот, все правильно. Все правильно. Вот этих я и видел, да? Вот этого я видел сдалека. И вот этого. Но, к сожалению, грибы большие. Да, кстати, на сушку пишут, Андрюха. Конечно, ребят, будем собирать, будем сушить. Видите, он чисто, ребята. Вот так прям на поднос в бане мы сушим. Еще вот так режем и сушим. И в мешочке. Тогда вкус остается вообще максимальный. И грибница получается потом просто крутая. Нежели когда ты варишь свежий гриб. Там прям остается вся любовь. Ну вот. Ампедицит дал. Не густо, ребят, да? Но все равно потихоньку, помаленьку. Чуть по чуть. Грибочек грибочку. И хорошо. Много не надо. Попросили чисто так. Свежих на поесть. Сами знаете, 10 грибов. Если все чистенькие, то и пожарить можно, и грибницу сварить вкусную. Там два переростка таких больших уже. Думаю, да неужели не найду? Нате, пожалуйста. Уже вышел, грубо говоря. И вот смотрите, ребята, какие красавчики. Какие два красавца. Боровых. Красноголовичка. Вот здесь они на полянке. Вот этих двух я заметил. Издалека пошел. Что-то они как-то вместе тут выросли. Думаю, посмотрю-ка. И правда есть. Подошел к реке. Вот. О, собака. Собаки там. Лодка стоит, смотрю. А я оставлял все. Спиннинги, шмининги. Ну вот как-то так на доверие, ребята. Нормально все. Друзья, не хотит. Вообще ноль. Ну, короче, нормально, успеваю, ребята. Вот, смотрите, циклон идет, как и планировали. Дождь. В общем, завтра увидимся, ребята, на доночках. А так хорошо денек провел.
Посмотрим. Ну, надо понимание, ребята, надо понимание. Такая разведка типа небольшая. Посмотрел места, нашел одну точку под фидер. Наверное, посидим. Ну и заодно посмотрим, мясо работает, не работает. Есть ли смысл ставить тяжелые снасти, копать минок, работать там, блин. Ну, там тоже делов очень много. Ладно, братва, завтра увидимся. Все, погнал я.
Привет, ребятки, доброе утро. Добрался, ребят, до доночек. Время у нас 9 утра, я уже на месте. Вчера по прогнозу, ребят, смотрю и не представляю, не верю своим глазам, что неделю как будто будет погода. Блин, дает все-таки немножко лето. И с сегодняшнего дня вот солнышко. Хорошая погода, ну не суть, ребят, это все хорошо. Ну, давайте проверим. Вчера, как вы видели, поставил 6 донок. Что-то будет, не будет. Вчера, правда, поднимался 100 контролингистов, спускалось. Я боюсь, что где-то здесь ковырнули. Блин, это будет плохо. Ладно, 6 доночек, ребята, на проверку. Погнали. А вдруг ребейка. Возьмем пакет сразу с поддонок. Взял, ребят, подсак. На всякий случай. А вдруг ребейка, а тут обрывы. Может и щука хапнуть, сидеть там сбоку. Все-таки наживка-то, ребята, хорошая. Вот так у меня немного-то и надо. Так, одна прям там в воде, с кочки, вторая, здесь где-то третья. 4, 5, 6. Вот где лодка стоит, там должна быть 6. Все, вперед. Так, одна здесь, вот я ее вижу, стоит вот так прям. Ну, когда рыба попадается, ребят, донку сносит. Тем более донка простояла, блин, вчерашний вечер. Так, а здесь где? Не помню, с какой этого стоял. Отметку уже где-то я стоял, да? Ногой. Вчерашний вечер, всю ночь. Так. Так, нашел, ребята. Что-то вся какая-то вдоль берега. Вся какая-то непонятно стянута. Смотрите, о, все запутано. Смотрите, ну, черти, блядь. Выкинули, короче, эти, поймали. Я и говорю, бля, поймали, короче, и выкинули на берег. Поймали, выкинули на берег. Ну, я так и подумал. Так и подумал, что, блин, оставлять вот на ночь, ну, вообще, видать, замотали даже. Оставлять в ночь без присмотра, блин, ну, уже как-то стрёмно. Столько лодок стало. Раньше как бы было проще.
Я в прошлом году ставил продольник. Целый день наживку копал. Выставлял там 2-3 часа. На следующий день приехал, у меня просто одна бутылка. Посрезали грузила. Посрезали крючки. Но это уже просто, я не знаю, ну, проверил ты, ладно. Чё ж с тобой, детина. Ну, блин, срезать это вообще уже, конечно, бред. Это уже бред. Ну, с другой стороны, тоже троллингом идут, понятно, воблера идут по дну. Тем более здесь такое место, что зацепят. Я боялся этого момента, но думал, блин, будни. Народу не должно быть много. Одна донка, ребят, и она просто тупо на берегу. Третья доночка, ребята. Третья доночка. Окунек. Ну, окунь-то понятно, что будет. Вон даже миножка вторая живая. Место такое ямочное. Окунечек в заглоте. Такого придется брать. Тут без вариантов. Ну, такой пойдет окунек. Вторая миножка живая. Так, четвертая. Четвертая. Крючки пустые. Пошибало все. Все пошибало. Окунек, езек мелкий может такими делами заниматься. Идем дальше, ребята. Пятая. Пятая. Кстати, вчера дождик был. Опять. Такое ощущение, что на зацепе тоже стоит. Ох, нифига, эту-то как унесло. Эту-то как унесло. Ох, что такое? Отбрыв, что ли? Там как будто рыба была, ребята. Сначала как будто рыба пошла. Вообще, чик. Я не пойму. Ну, что-то натяжение хорошее было. А здесь что у нас? Вся у берега. Хрен поймешь, что творится. Что-то не пойму, ребят. Сейчас посмотрю-ка я. Блин, здесь рыба была. Факт. Блин, что-то я не понял. Натяжение такое слабое было. 0,8 леску. На всякий случай возьмем. Или троллингист опять. Или рыба. Блин, там рыба была. 100%. Блин, здесь такое еще дно засасывает. Короче, под кочкой, что ли. Ладно, подъеду на лодке, попробую. Да.
место, ребята, и уже 2 лодки подходят. Ну и вот эти парни вчера, 2 человека, они вчера тоже ходили. Возможно, и они, но предъявлять я не вижу смысла, правильно? Никто же не знает, что у тебя там снасти стоят. Ну, если они как-то обозначены, другое дело. Прошли, зацепили, ну, выкинули, понятно. Так что, ну, если ты с поличным спалился уже, да, там, допустим, хозяин увидел, как ты там проверяешь чужие снасти, ну, тогда надо наказывать, мне кажется. Как вы думаете, ребята? Лично у нас на северах раньше очень было жестко по поводу этого, по поводу сетей, там, перетяг, продольников, по поводу изб и так далее. Могли наказать очень жестко, прям жестко, ребята. Но сейчас, понятно, уже не те времена, и это река общая, и, соответственно, все рыбачат как могут. Я знаю, что даже раньше в избах ружья ребята оставляли. Было и такое. Короче, надо быть честными, ребята. Ну, видишь, чужие снасти стоят, ну, обойди, там, как-то что-то. И все будет нормально. Надо уважать, тем более рыбак, рыбака, дальнобойщик там, с дальнобойщиком надо всегда, наоборот, помогать как-то. Все нормально, братцы, давайте увидимся. Я погнал. Непонятная разведка для меня. Но все же. Сейчас в наше время, если ты рыбачишь, значит надо сидеть возле снастей и рыбачить.